понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии. В студии работает Сергей Макрушин. Слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 100 69 26. Уважаемые радиослушатели из Крыма, по этому номеру вы можете не только высказать свое мнение или задать вопрос у нас в эфире, но и предложить редакции темы, которые, по вашему мнению, нам стоило бы обсудить. Ждем ваших звонков, анонимность гарантируется. Крым в центре внимания. Сегодня в Верховном суде Крыма прошло судебное заседание над фигурантами дела 26 февраля. Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская зачитала обвинительное заключение Ахтему Чийгозу, Мустафе Дегерменджи и Али Асанову. Коротко о деле 26 февраля в справке наших корреспондентов. 100 слов по теме. 26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч человек. В тот день состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство». Организаторами мероприятия выступили Меджлис во главе с Рифатом Чубаровым и партия «Русское единство» во главе с Сергеем Аксеновым. В результате столкновений между митингующими погибли 2 человек. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Один из активистов, Ахтем Чийгоз, был задержан в ходе допроса в Крымском управлении Следственного комитета Российской Федерации 29 января 2015 года по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Кроме Чийгоза были задержаны крымско-татарские активисты Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Эскендер Небиев. Ждут приговора под стражей только 3 из них – Чийгоз, Асанов и Дегерменджи. Изначально Ахтема Чийгоза задержали до 19 февраля 2015 года, однако срок ареста неоднократно продлевали. Сегодня группа обвинителей во главе с российским прокурором Крыма Натальей Поклонской в суде зачитала обвинительное заключение в отношении 6 активистов. Российская прокуратура Крыма обвиняет Ахтема Чийгоза в совершении преступления по части 1 212 статьи Уголовного кодекса России «Организация массовых беспорядков с причинением насилия и уничтожением имущества». Чийгоз с неустановленными следствием лицами, находясь в здании, расположенном по адресу Автономной Республики Крым, город Симферополь, улица Шмидта, 2, действуя умышленно, с целью срыва внеочередного заседания депутатов Верховного Совета, на котором планировалось рассмотреть вопросы назначения общекрымского референдума, разработали преступный план об организации массовых беспорядков в здании Верховного Совета при следующих обстоятельствах. Согласно вышеуказанному преступному плану на Чийгоза возлагались функции по подысканию лиц из числа объединения граждан Меджлис крымско-татарского народа и приверженцев данного объединения. Остальным инкриминируется участие в беспорядках по части 2 той же статьи. Данное дело адвокат Чийгоза Николай Полозов назвал, цитирую, еще одним делом украинских политзаключенных, преследуемых российской властью. Итак, это радио Крым Реалии. Обсуждаем мы сегодняшнее заседание суда по делу 26 февраля. У нас в студии гость Александр Матвейчук, правозащитник, координатор общественной инициативы Евромайдан СОС. Добрый вечер. Доброго вечера. И с нами на связи сейчас Николай Полозов, адвокат Ахтема Чийгоза. Николай, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Да, добрый вечер. Николай, расскажите о своих впечатлениях от сегодняшнего заседания суда, тем более, что оно проходило нервно, мы это будем еще позже объяснять. Там был задержан журналист Заир Кадыров. Ну, впечатление, скажем так, все приводится к российским стандартам, к делам с политической подоплекой, преследованию политических активистов и бывшие украинские прокуроры и судьи, а теперь ставшие российскими в Крыму, судят по российским законам политических активистов ровно по тем же лекалам, по которым судят на материке в России. Это вы с какими делами сейчас сравниваете? Подробнее скажите. Прежде всего, дела с украинскими политзаключенными, Надеждой Савченко, Олегом Сенцовым и другими. Вот. Абсолютно та же драматургия. Мало того, технология этого дела обкатана в России на болотном деле. Так же, как и в болотном деле, уже создана преюдиция по массовым беспорядкам,
вынесены приговоры, несколько человек пошли на сделку, суд прошел в особом порядке, и теперь прокурорам не нужно доказывать, что факт массовых беспорядков имел место. То есть по российским законам он уже является предопределенным. Осталось только, что называется, закрепить вину каждого из участников процесса, но в условиях отсутствия суда как такового, вынесения решений не по закону, не по праву, а по указке из Кремля, я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Весь, скажем так, процесс будет проходить ровно в той же драматургии, в которой проходят и другие подобные процессы. Ну вот довольно-таки любопытные детали я сейчас вот читаю об этом деле. Ну, например, о том, что Сергей Аксенов будет привлечен в качестве свидетеля, да? Правильно я говорю? Да, он указан в обвинительном заключении в качестве свидетеля обвинения. И я думаю, что... А почему только свидетеля? Вот я был там 26 февраля, я видел, что происходило, ну и Сергей Аксенов, он был организатором вот этого митинга «Русского единства». Почему только свидетель? Как вы думаете? Но тут надо понимать, что, опять-таки, в том месте проходило два митинга. Митинг крымских татар, которые выступали за сохранение территориальной целостности Украины, и митинг пророссийских сепаратистов. Так вот, потерпевшими по этому делу, несмотря на то, что в давке страдали представители всех групп, которые собрались, почему-то присутствуют только представители партии «Русское единство», ныне так называемые члены ополчения Крыма народного. Вот. Поэтому, безусловно, все это фабриковалось достаточно небрежно, как это принято в российской традиции правоохранительной. И совершенно очевидно, что все факты, которые свидетельствуют о невиновности Чийгоза и остальных, следствием отбрасывались. Остальные факты сознательно культивировались и внедрились в это дело. Именно поэтому Аксенов является свидетелем обвинения. Он скажет все, что необходимо. Естественно, никто его привлекать ни за какие порядки, по крайней мере, при нынешнем политическом режиме в России не будет. Ну вот о чем говорила Наталья Поклонская сегодня в суде. Вот я ее даже процитирую. Сторонники радикальных взглядов, а также иные лица, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел, применили насилие, а именно действуя согласованно, стали давить своими телами. В период времени Чийгоз, действуя умышленно голосом и жестами, понятными в среде Меджлиса, потребовал применить насилие по отношению к членам и сторонникам Русского единства. Вот эта вот конструкция, она вообще как-то вот доказуемо, можно ли под нее какую-то юридическую базу доказательную подвести, и может ли, допустим, тот же Сергей Аксенов сказать, что Русское единство этого не делало? Скажем так, доказательственная база сфабрикована, то есть любой жест любого человека там истолковывается как некий массовый беспорядок. Во-первых, квалификация массовых беспорядков, она охватывает совершенно другие деяния, а не то, что происходило там в Симферополе 26 февраля. Другой вопрос, что, понимаете, в условиях отсутствия суда это не имеет никакого значения. То есть можно разбиться там в лепешку, доказывая те или иные факты, все равно российские судьи будут выносить ровно те приговоры, которые от них ждет власть. Все эти вопросы решаются не в суде. Они решаются на политическом уровне, и, собственно, мое участие в деле это попытка вывести это дело на международный конкурс из пределов Российской Федерации, из пределов Крыма, где, по сути, информационная блокада и отсюда информация очень сложно доходит до Украины. В России, в принципе, не интересуется тем, что происходит в Крыму. А здесь ведь на российскую власть можно только посредством внешнеполитического давления. И я надеюсь, что мое участие в этом деле позволит его вывести именно на этот уровень. Дела украинских политзаключенных, вот Надежды Савченко и Ахтема Чийгоза, насколько они перспективны будут для рассмотрения в международных судах? Но, безусловно, те нарушения, которые допускаются как на стадии следствия, так и на стадии суда, дают благодатную почву для Европейского суда по правам человека, для последующего обжалования. Другой вопрос, что Россия намеренно отказывается исполнять нормы международного права. Не так давно приняли закон, по которому Европейский суд уже не является той юрисдикцией, которая обязательна для распространения на территории Российской Федерации. Те приговоры,
Европейского суда, те решения, которые не устраивают Россию, будут пересматриваться в Конституционном суде. Поэтому, что касается юридической части, то здесь мы находимся в таком глобальном тупике в России, потому что все дороги в конечном счете все равно приводят к политическому решению. Спасибо, Если спасибо, это да. происходит так, Да, спасибо, Николай. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Полозов, адвокат Ахтема Чийгоза. Разговор наш в студии внимательно слушала Александра Матвейчук, правозащитник, координатор общественной инициативы Евромайдан СОС. Александра, вот как вы считаете, насколько будут перспективными иски затем в международные суды вот по всему тому, что происходит сейчас в Криму в частности и с украинскими политзаключенными в целом? Ну, я би говорила про дві речі. Перше, про те, що, звичайно, треба використовувати всі наявні міжнародні механізми, звертатися не тільки в міжнародні суди, подавати скарги в договірні органи ООН, в Комітет по правам людини, і звертати увагу міжнародної спільноти на порушення, грубі порушення в справі 26 лютого, яка, якщо так говорити простою, не юридично, я би сказала, мистецькою мовою, виходить за межі будь-якого здорового глузду і є взагалі правовим сюрреалізмом. Я просто нагадаю, що 26 лютого – це ще задовго до псевдореферендуму, який був проведений під дулами автоматів, і виходить, що громадян України судить окупаційна влада іменем чужої держави за те, що вони зробили на території України під час, коли юрисдикція взагалі навіть у Росії не викликала жодних сумнівів. Але є друга річ. Зрозуміло, що сила міжнародних судів в тому, чи буде сторона їх виконувати. І я погоджуюся з Ніколаєм Полозовим про те, що Росія вже придумала механізм, як, зокрема, обійти виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ми можемо навести прецеденти інших країн. Білорусь, союзна держава, вона роками не виконує рішення Комітету по правам людини ООН і, власне, абсолютно ігнорує будь-які резолюції, будь-які звернення з цього приводу. Тому, якщо говорити на рівні того, що відбувається із захистом прав людини на міжнародному, а не національному щаблі, то я змушена сказати, що загалом права людини терплять фіаско у світі, і це величезний виклик, з яким зараз Україна зіштовхнулася, а до цього через нього проходили інші країни. Це і війна в Чечні, і встановлення авторитарного режиму в Білорусі, і інші країны колишнего пострадянского Союза. Ну, мы очень часто разговариваем с представителями общественных организаций, общественных инициатив о крымских, украинских политзаключенных, но вот очень редко получается об этом говорить с представителями государства. По вашему мнению, наше государство как-то защищает вот тех людей, которые, допустим, сейчас проходят по делу 26 февраля? Ахтем Чийгоз уже скоро будет год, если не ошибаюсь, как он находится под стражей. Ну, я можу говорити тільки про наш досвід взаємодії з органами державної влади, тому що Євромайдан СОС минулого року розпочав кампанію, яка називається «Let my people go», і вона присвячена всім 21 ув'язненому громадянину України Росією за політичними мотивами. Я нагадаю, що 13 з них знаходиться на території Російської Федерації, 8 на території окупованого Криму, і згаданий Ахтем Чийгоз – це один із цих 8. І для того, щоб привернути увагу міжнародної спільноти, щоб тиснути на Росію, аби вона прийняла політичне рішення на їх користь, тому що про правове рішення і про суди мова йти не може, ми змушені також звертатися і до органів державної влади, щоб посилити зробити наші зусилля такими, які мають синергетичний ефект. Ми співпрацювали з Міністерством закордонних справ доволі тісно по справам людей, які знаходяться на території Російської Федерації. І кримчани після їх етапування потрапляють під юрисдикцію Міністерства закордонних справ. Міністерство закордонних справ дуже обережно ставиться до тих людей, які знаходяться на території Криму, тому що, як я розумію, вони не визначилися. По суті, це ж територія України, то чому ними має займатися Міністерство закордонних справ? З іншого боку, ми співпрацюємо з Уповноваженою Верховної Ради, і вона часто виступає із заявами і на всіх можливих міжнародних площадках намагається доносити інформацію. Але маємо претензії до
органів, які, по суті, мали би більш активно приймати участь і перейматися справою. Це прокуратура Крима, це незрозуміле для нас зволікання створенням кримської міліції, тому що оперативні дії мають робити, власне, спеціальний підрозділ. Ну і тут, звичайно, Україна не допрацьовує. К нашему разговору присоединяется Рифат Чубаров, народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый вечер. Доброї ночі, чи вечора. Я їду зараз по Херсонській області. Добрий вечір. Да, Рифат ага, ваша оценка того, как сегодня проходило заседание по делу 26 февраля и тех фактов, вот, которые появляются, и мы видим, в принципе, уже как выстроено обвинительное заключение. Саме повну інформацію, наскільки намагалися не допустити до засідання так званого суду людей, які можуть потім довести до громадськості. К сожалению, плохо слышно Рифата Чубарова, но, как он сам сказал нам сейчас, он в дороге. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сегодня мы обсуждаем, как проходило заседание по делу 26 февраля, собственно, само дело 26 февраля. Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 килогерц. Это радио «Крым Реалии». В студии у нас Александра Матвейчук, правозащитник, координатор общественной инициативы Евромайдан СОС. Ну вот то, что я услышал о том, что вот сейчас, на что обратил внимание Рифат Чубаров, пока мы его слышали короткое время, это то, в какой атмосфере происходило заседание суда. Был сегодня задержан журналист, блогер Заир Акадыров. Его сначала хотели доставить в Центр противодействия экстремизму, потом доставили в полицию, слава богу, отпустили после часового допроса. Но, тем не менее, это можно назвать симптомом того, как в Крыму проходит расследование этого дела и как будет проходить судебное расследование. Я би говорила навіть про ширшу тенденцію. Це показник того, що відбувається в Криму в ситуації з придушенням будь-якої громадської активності. Тому що Заїр Акадиров, він журналіст, він прийшов для того, щоб отримати інформацію про резонансне судове засідання. І, власне, в Центр протидії екстремізму його намагалися доставити, як він потім сам сказав, тому що він нібито щось незаконно фотографував і тим самим здійснював якісь, напевно, на думку співробітників ФСБ, екстремістські дії фотоапаратом. І загалом ми можемо говорити про те, що на території півострову почалися відразу з моменту окупації широкомасштабні системні переслідування. І ви знаєте, ми говорили з російськими колегами, тому що треба розуміти, звідки йде цей досвід, і вони розводили руками, говорячи, ми не знаємо, в чому справа, тому що якщо винести за рамки такі регіони, як Чечня, або там Інгушетія, або якісь інші, то в середньому в Російській Федерації це репресивне законодавство, і інструменти використовуються вибірково проти конкретних осіб, або проти конкретних явищ, подій. А в Криму ми бачимо, як ніби катком зачищають будь-яке живе, все, що дихає на півострові. Действительно, мы неоднократно наблюдали, помимо того, что 26 февраля это, по сути, какое-то массовое дело, да, есть еще дело 3 мая, Є багато інших справ. Есть Шевченковское так называемое дело, когда просто за то, что люди вышли на день рождения Тараса Шевченко, они получили административное наказание. Это стало, кстати, точкой, с которой в Крыму начал работать Украинский культурный центр. Вот эти вот люди, которые были наказаны. І, власне, ми намагаємося відстежувати такі випадки тиску, залякування, обшуків і ведемо такий дайджест хроніки окупації. Тільки за тією інформацією, яку нам довелося відстежити, в грудні 2015 року відбулося щонайменше 15 обшуків політично мотивованих, 14 судових засідань по сфабрикованим справам. 14 судебных заседаний по сфабрикованным делам. Які мають політичний мотив.
у них есть какая-то перспектива того, что, может быть, как-то будет смягчено следствие? Может быть, удастся защите, может быть, как-то защитить и доказать невиновность тех, кого обвиняют? Либо мы имеем дело вот сугубо с политическими делами, и, как правило, правилом является то, что в Российской Федерации на политическое дело повлиять никак нельзя. Ну, насправді, ми маємо справу з політичними справами, і тим більше відповідальність на нас, а не тільки на адвокатів, як вплинути на те, щоб політичне рішення, яке винесено по цих справах, було на нашу користь. І я згодна, знову ж таки, з адвокатом Ніколаєм Полозовим, що це можна досягти міжнародним тиском. Власне, на це і спрямована наша кампанія «Let my people go». Ми ведемо ці дайджести, ми оприлюднюємо інформацію, ми спілкуємося з адвокатами, ми намагаємося донести те, що відбувається в Криму. Але я хотіла продовжити думку про зачистку, цю бульдозерну, якщо відбувається на півострові. І тут, продовжуючи, ми нещодавно в дискусії з українськими колегами і вже з російськими прийшли до висновку, а чому це робиться? І тут вже існує така вірогідність, що в Криму відпрацьовується Крим виступає як полігоном для відпрацювання тоталітарных методов, які будут застосовані в інших регионах Российской Федерации. Но на самом деле, если это действительно так, то это уже может стать традицией, потому что когда в Крыму руководила партия регионов еще, мы наблюдали, что очень многие технологии, которые потом применялись на всеукраїнському уровне, обкатывались тоже в Крыму. Ну, то есть это такой полігон по наследству, тоді я би звернула увагу нинішнього керівництва Росії на те, як закінчила партія регіонів, і все ж таки подумала, що це обраний вектор закручування гайок, закупорювання носика в чайники, він не є правильний, тому що якщо чайник кипить і не давати виходити пари, то він рано чи пізно взірветься. Ну вот мы, кстати, на примерах остановились перечисления, да, массового нарушения прав или преследования. Массовые обыски в местах компактного поселения крымских татар происходят. Вот недавно появилась информация о том, что возле такого места компактного поселения базируется спецназ. Это вот такие вот вещи, да, как какие-то массовые проверки, размещение групп спецназа рядом з поселками кримськотатарськими. Это можна віднести теж к нарушенню? Ми розглядаємо це як випадки залякування, які мають політичний мотив. І тут з кримсько-татарським народом цікава особливість, тому що кримсько-татарська спільнота, власне, виступила організованою опозицією, яка проводить ненасильницький спротив окупації. І саме тому ми фіксуємо, от коли зникають кримсько-татарські активісти, які насправді особливо публічною діяльністю не займалися, чому вони зникають? Да? І в їхніх справах видна рука кримської самооборони. Не тільки активісти исчезають. Так, і звичайні. Появляються сообщення. І звичайні люди. І ми вважаємо, що це такий сигнал всьому кримсько-татарському народу, що якщо він не змінить цей курс, ненасильницького спротиву окупації, то будь-хто може стати жертвою. До речі, по справі 26 лютого оцей заклик або мовчи, або ти будеш покараний, він також чітко прослідковується. Я нагадаю, що 28 грудня відбулося перше судове засідання і був винесений перший вирок за вказаною справою. Талят Юнусов був визнаний винним у скоєнні злочину, який описувала так красномовно, але юридично бездарно самопроголошена прокурорша Криму Наталя Поклонська. Але йому призначено покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно. Він визнав свою вину, він не перебував, наскільки мені відомо, в СІЗО, як 3 людей, які вину не визнали, це Ахтим Чигоз, Мустафа Дегремеджи, Алі Асанов. І йому дали умовне покарання. Ну что ж, молчи или будешь наказан, вот такие сейчас правила жизни, как говорит наша гостья в Крыму, но мы с этим не согласны. Звоните нам, предлагайте свои темы, сообщайте информацию. 8 800 169 26. Мы всегда ждем ваших звонков. Я напоминаю, что с нами у нас в студии в гостях была Александра Матвейчук, правозащитник, координатор общественной инициативы Евромайдан СОС. Всего доброго.